Завод по производству карбида кальция и ферросплавов, предприятие по переработке оленины, строительство ТЭЦ – это лишь часть мест, которые посетила делегация во главе с председателем Госсовета Коми в Инте. Сергей Усачев познакомился с работой предприятия и обсудил с их руководством перспективы развития. Дарья Вологжанина передает из Инты. Первая точка – завод по производству карбида кальция и ферросплавов, резидент арктической зоны. Предприятие располагается на базе бывшей районной котельной в микрорайоне Южный. В 2018 году ее закрыли, здание реконструируют. Здесь обустраивают подсобные помещения, внешние и внутренние сети. Цеха готовят под установку нового производственного оборудования. Готовность проекта 60%. Запустить его планируют в 4-м квартале этого года. На сегодняшний день у нас ведутся работы подготовительные к футировке печи РКЗ 2,5 с производительностью 2000 тонн в год карбида кальция. Ждем сейчас погодных условий хороших, благоприятных. То есть футировка должна производиться при минимальных температурах плюс 5. То есть погода наладится и начнем футировать. В этом году предприятие приобрело современный лазерный сварочный аппарат, который может резать металл и счищать с него различные примеси. Он снимает и масло, и нагар, и краску. 2-3 слоя краски снимает полностью до металла. То есть химия, не каждая химия она возьмет. Химия возьмет только сверху, а не проникнет до металла. То есть если нам надо изделие потом под покраску, то обработали то, что могли, счистили, а это уже под ноль. Счистили, и все потом идеально можно. Сейчас на предприятии трудится 60 человек. При выходе на максимальные мощности планируется увеличить рабочие места до 100. Местных жителей трудоустраивают на работу в приоритетном порядке. Еще один резидент арктической зоны – общество «Интинское». Это предприятие занимается изготовлением продукции из оленины. В этом сезоне здесь заготовили 190 тонн мяса. Было забито более 5000 голов. В этом году забили стада агрокомплекса, Петруния и Абись. И плюс мы приобретали мясо у частных оленеводов, которые приходят и сдают мясо на убойный пункт. Он у нас сертифицированный. Там у нас ветеринарный врач государственный, не наш, проводит ветеринарную экспертизу, осмотр, ставит клейму. То есть мясо у нас сдается на анализы, и у нас оно очень хорошего качества. Интинское производит широкий ассортимент продукции – разнообразные колбасы, копчености, полуфабрикаты и деликатесы. С руководством предприятия Сергей Усачев обсудил вопросы конкурентоспособности и расширения рынка сбыта. Поговорили также о том, чтобы продукция предприятия могла попасть и в целом на рынок республики и за его пределами. Для этого нужно помочь предприятию создать условия. И по этим планам будем разговаривать с Минсельхозом Республики Коми. Еще один объект, который сейчас строят в Инте – газовая водогрейная котельная. Запустить ее планируют в 2025 году. Объект мощностью 160 гигакалорий в час заменит устаревшую ТЭЦ. В планах до 10 июня забить свайное поле главного корпуса, приступить к монолитным работам. И далее, то есть сбор металлоконструкции, закрытие теплового контура. Параллельно будем монтировать оборудование котельное, и эстакады, трубопроводные эстакады. На сегодняшний день на площадке находится 3 ТР, 12 человек. Плюс 7 человек подъехали уже монолитчиков, и до 25 числа еще подъедет 13 человек. Будем выполнять работы по сборке каркасов. В планах закончить закрытие теплового контура с монтажом оборудования, монтажом ВПУ до конца года. Делегация посетила блочно-модульную котельную, которую несколько лет назад построили на территории Интинской ТЭЦ. Она предназначена для покрытия пиковых нагрузок централизованной системой теплоснабжения. После ввода в эксплуатацию новой котельной оборудование Интинской ТЭЦ будет постепенно выводиться из эксплуатации. Предприятию уже более 75 лет, и его техническое оснащение устарело. Посетили, конечно, тоже большую стройку, газовой котельной, посмотрели строительство, в каком оно состоянии, услышали от руководителей проекта, с какими трудностями столкнулись в результате его реализации. Это объективные обстоятельства того, что сроки несколько сдвинулись вправо, но тем не менее темп
набран достаточно такой уверенный. Я думаю, что уже те сроки, которые переобозначены, значит, 25-й год, они реальны. И думаю, что все получится. Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев заключил, у города есть перспективы. В программу социально-экономического развития Коми включены мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и берегоукрепительных сооружений Инты. Но вопросов еще много. Дороги, ЖКХ, здравоохранение, безнадзорные животные, переселение из ветхого и аварийного жилья. Над ними будут работать. Дарья Волокжанина, Наталья Думих, Даниил Макаров, телеканал Юрган, Инта.